Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. С 5 по 10 июня в Якутске состоится финальный этап спартакиады учащихся «Спортивные якутяне». Гость в нашей студии сегодня Александр Брызгалов, заместитель директора Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне». Александр Романович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите об истории республиканской спартакиады учащихся в Якутии. Вот какие моменты здесь необходимо отметить? Ну, вообще история берет свое начало с 2014 года. Сначала она называлась «Старты надежд», потом с 2000 по 2016 сначала «Старты надежд», потом «Олимпийские надежды Якутии». В эти годы ежегодно охватывала спартакиада более 45 тысяч участников от всей нашей республики. И к сожалению, с 2017 года из-за отсутствия финансирования приостановлено. Сначала спартакиаду проводило Министерство образования, потом Министерство по физической культуре и спорту. И с 2017 года приостановлено. И в этом году возобновляется. Согласно указа главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева о развитии детско-юношеского спорта и по итогам пленарного совещания 14-го съезда учителей и педагогической общественности, Министерству образования и науки и Министерству по физической культуре и спорту было поручено провести спартакиаду в 2023 году, то есть в этом году. То есть можно сказать о том, что в этом году у нас спартакиада учащихся возвращается Спустя 5 лет. Спустя 5 лет. Каковы цели и задачи проведения такой спартакиады? Основной целью является популяризация государственной политики в области физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта и вовлечение большего количества учащихся в систематическое занятие физической культурой и спортом. Задач очень много. Основной задачей является подготовка сборной команды Республики Саха-Якутия на предстоящих в 2024 году международных спортивных играх «Дети Азии» в городе Якутске. То есть, можно сказать, здесь еще и отборочные соревнования. То есть победители и призеры станут потенциальными кандидатами в сборную команду республики. Если спартакиада ведет свой отчет с 1994 года, то какие изменения за эти годы произошли в организации и проведении спортивных мероприятий? Уже опыт накоплен? Согласно утвержденному положению, в эту спартакиаду было включено 27 видов спорта. То есть очень большое количество, почти в 2 раза большое количество видов спорта были включены. И будет проводиться в 3 этапа. То есть это первый этап, школьный этап, это внутришкольные соревнования, которые уже завершены и охватили больше 63 тысяч обучающихся по всей республике. Потом идет второй этап. Второй этап завершается 1 июня, то есть муниципальный этап. Улусы проводят сами отборочные соревнования и лучших отправляют на финальную часть. И, наконец, третий этап уже проводится. Сейчас до конца осталось, до финальной части еще 2 вида осталось у нас. Это многоборье ГТО и спортивное ориентирование. И в финальную часть включены 9 видов спорта, которые завершат данную спартакиаду. То есть, получается, в Якутск приедут лучшие из лучших из районов, которые прошли отборочные эти все этапы, да? А на какие группы разделяются команды-участники, и от чего это зависит? В целях привлечения большего количества участников и доступности всем улусам, обучающимся участвовать в этой спартакиаде, мы в соответствии с географическим положением и количеством обучающихся распределили на 4 группы. Первая и вторая группа это в первой группе
более 4000 обучающихся, во второй группе до 4000, и третья, четвертая — это северные районы, больше 900 и до 900 обучающихся. То есть эти группы зависят от населения, да? Да. Получается, от плотности Нет, населения? нет, от количества обучающихся. От количества учащихся. Мгм. Какие этапы вот нужно пройти, чтобы дойти до финала спартакиады? Ага, ну вот, как уже озвучил, первый этап уже пройден. Все школы в Улусах отчитались, они свою задачу выполнили. 63 тысячи обучающихся, я считаю, очень много. И на второй этап они уже завершают и готовятся к третьему этапу. Там на третий этап никаких отборочных официальных нет. То есть они, если в своем Улусе, городском округе, они станут лучшими, те и переезжают сюда на финальную часть. Но какие соревнования и первенства по каким видам спорта проводятся в зачет этой спартакиады? Ну, в зачет идут все 27 видов спорта. Из них вот по группам в первом и во второй группе команды должны в зачет обязательно дать зачет 13 видов спорта, это основных видов, и по выбору еще 5 видов спорта. А в третьей и четвертой группе в 10 обязательных видах и 5 по выбору. Если говорить о подготовке к международным играм «Дети Азии», да, которые пройдут в Якутске, на какие виды спорта сделан упор? Из каких видов могут выйти у нас потенциальные участники игр? Ну, из 27 видов у нас 16 видов, они уже включены в программу международных спортивных игр «Дети Азии» следующего года. Они вот по всем 16 видам спорта могут отбираться на международные спортивные игры. То есть можно сказать, что у каждого финалиста есть шанс попасть есть в шанс, международные игры «Дети Азии». Самое главное, себя достойно проявить и показать. Да. Готовы ли символ спартакиады, наградная атрибутика? Ага, ну, символ у нас в этом году будет рысь. Наверное, уже где-то видели телезрители официальных на нашем сайте спорта Якутии, сайте Министерства образования, Министерства спорта. И вот наградная атрибутика, туда входит все победители, чемпионы и призеры будут награждаться специальными медалями, которые уже заказаны. И помимо медалей будут грамоты, дипломы, и всему пьедесталу символ в виде мягкой игрушки, рысь будет. В виде мягкой игрушки. Как цветочная церемония будет. А в командных состязаниях, в командном итоге всем группам будут вручаться сертификаты на приобретение спортивного инвентаря на сумму: первое место 300 тысяч, второе 200 и третье 100 тысяч. Это всем группам. То есть всего призовой фонд получается у нас 2400. Очень солидный призовой фонд, Да. действительно хорошие призы. Стимул. Стимул есть, форма действительно необходима. Вот почему именно рысь, как шел подбор символа? Ну, сначала останавливаюсь на жеребенке, потом на зайца, потом на горностая и, наконец, выбрали рысь. Ну, рысь — это быстрый, сильный, ловкий. Сильный, ловкий зверь, конечно. Да. Да. Утвержден ли состав судейской коллегии по видам спорта, кто будет судить соревнования? Ну, судейский состав уже утвержден. По 9 видам финальной части всего будет задействовано 172 судьи. И отдельно по всем видам уже утверждены старшие судьи. Главным судьей буду я. Хорошо. Ну, где можно ознакомиться с программой проведения республиканской спартакиады школьников? Ну, программа уже
несколько раз изменилось, поэтому вот окончательный вариант вот, на следующей неделе уже на всех информационных сайтах будет висеть. И вот ну, по всем спортивным объектам будут ну, вешиваться программы соревнований. Ну, где будут проходить соревнования? Как туда попасть зрителям? Платно или бесплатно? Можно увидеть. Ну, центральной трибуной, Здание. ареной будет стадион Туймада, там же будет открытие, и каждый день по итогам дня будут церемонии награждения на стадионе Туймада. Там на открытии и закрытии и во всех соревнованиях вход бесплатный. Поэтому всех приглашаю принять, ну, посмотреть зрелищные соревнования ваших детей, учащихся. Все бесплатно будет. Ну, действительно, в течение 5 дней, с 5 по 10 июня, соревнования будут идти очень плотно, в плотном графике. Надеюсь, что придет очень много зрителей. Что ж, Александр Романович, желаю успешного проведения соревнований. Спасибо. Естественно, определить самых быстрых, ловких наших ребят, которые достойно представят Якутию на 8-х международных играх «Дети Азии» в Якутске. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.